Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о ситуации, сложившейся на Украине. Эдуард Владимирович, что вы думаете об этом? Решение было президентом принято очень тяжелое. Не так легко приступить к операции, которая будет неоднозначно воспринята мировым сообществом. Многие же не знали, что творилось на Донбассе, в Луганске, Донецке. Тем правильнее, что мы туда вошли и наводим там порядок. Давно от национализма надо было избавляться. Это форпост американцев, НАТО для борьбы с нами. Они делали все, чтобы Россия или погибла, или стала себя защищать. Другого пути не было. Просто не было другого пути. Что могу сказать другого еще? Это мы видели беженцев, это мы оказывали помощь эвакуированному населению. Мы видели горе людей. Я сам с ними разговаривал. Я специально ездил в Ростовскую область для оказания помощи эвакуированному населению из Донецка. Был вместе с ними в палаточных лагерях. Слушал все, что они рассказывали, что там случилось. После этого я переписывался и созванивался со своими родственниками. У меня на Украине живут родственники, и сейчас там находятся. У меня полная картина. Даже, скажем так, жалко, что мы раньше этого не сделали. Людям там очень тяжело. Поэтому наши меры вынуждены, но необходимы. По-другому делать было просто нельзя. Скажите, пожалуйста, разделяет ли вашу позицию руководство филиалов колледжа в городе Йошкар-Оле и Ульяновске? Как они вообще выстроили работу? Колледж наш единое целое. Руководство, да вообще весь коллектив и головного колледжа, и филиалов полностью поддержал президента, его решение. На сегодня я знаю только о 12 наших выпускниках, которые помогают людям Донбасса избавиться от нацизма. Слава Богу, даже раненых среди них нет. Но мне приятно, что наши выпускники честно выполняют свой долг, присягу Родине. Приятно об этом слышать. Не зря работаем, не зря. Ну и в филиалах такие же отважные люди, тем же занимаются самым, такие же офицеры там службу несут, обучают подрастающее поколение. Как это, где мы, там победа. Мы молодцы. Согласны ли вы с мнением Сергея Бодрова-младшего, что во время войны нельзя говорить плохо о своих? Я слышал эту речь. Я с ним полностью согласен на 100%. Я хочу сказать, что вот есть такие наши полководцы великие, это Суворов, Кутузов, которые говорили, что солдата надо беречь, и если надо будет уничтожить 100 врагов для того, чтобы не получил ранения наш солдат, мы это сделаем. И не будем пускать в бой, на убой наших людей. Нельзя во время войны бить в спину. Если что-то было, разберемся, но армию надо поддерживать. Им там очень тяжело. Что самое важное в воспитании патриотизма к своей стране? Что такое патриот? Патриот – это человек, который любит свою родину и прежде всего свою маленькую родину. Свой дом, свою деревню, свой поселок, свой город, свою республику, область. И из этого всего получается любовь ко всей своей России. Неплохо вот наши стихи говорят, что не было большой России без нашей маленькой, но гордой Удмуртии. Да? Это правда. Для нас любовь к родине, патриотизм наших ребят – это прежде всего любовь к нам, ко всем, к своим близким, к отчему дому, к матерям, отцам. Но мы же немножко шире смотрим. Россия – великое государство. Нам есть что защищать. И поэтому подготовка, именно патриотическая подготовка, основана на том, прежде всего, на любви к своей маленькой, но гордой родине. Да. А что для вас Родина? Мой отец родился в партизанском отряде. Бабушка и мой дедушка в это время воевали. Про партизанский отряд и моего отца, который там родился, хочу сказать, что для меня борьба с нацистами была обязательным требованием с детства. Представляете, они воевали не только с немцами, там румыны отличились, и венгры, и как бы ни говорили, и болгары. Как раз мой дед воевал со всеми ими по очереди. И отвоевав нашу великую родину, потратив, скажем так, положив там свое здоровье, он научил меня любить ее. Эти завоевания, которые у нас сейчас пытаются отобрать. Ведь американцы делали это все специально. Они специально раскручивали Украину на борьбу с Россией. И вы обратите внимание, что все государства бывшего СССР, кроме Прибалтики, признали, что Россия права. Это дорогого стоит.
Я служил во многих регионах нашей страны. Сейчас я вот здесь, в гордой Удмуртии. Хочу сказать, что для меня вот наша родина – это то, где мы живем, мы люди, семьи наши. И я понимаю, что предать их нельзя. Вот именно это понимание, что готов отдать свою жизнь за близких, которые здесь находятся, это и есть любовь к родине. Еще, может, какие-то вопросы есть? Меня еще интересует ваше мнение по поводу санкций, которые ввела США в нашу сторону. Ой, спасибо за вопрос. Забыл об этом сказать. Дело в том, что любое государство хорошо развивается, наибольшее развитие государства, тогда, когда оно находится в тяжелой ситуации. Самое большое развитие Советский Союз получил во время Великой Отечественной войны. Сейчас американцы заставляют нас поднять собственную экономику, научиться работать, сцепив зубы, мы поднимемся, и мы станем лучшими. Вы знаете, кто против нас санкции объявил? Какая-то Европа, какая-то Америка. Население это там 20% от общего населения земного шара. Кто нас поддержал? Нас поддержали все страны Советского Союза бывшего. Нас поддержала Индия, нас поддержал Китай. Ну, мы скажем так, Китай это первая экономика мира, а Индия это передовые технологии, передовые IT-технологии. Ну, если взять Индию, Китай и Россию, то это будет около 40% населения всей Земли. Поэтому кто нам что-то может указать? На самом деле мы сильные, смелые, и нас сейчас подталкивают развиваться. Поэтому санкции для нас развитие. Я даже удивляюсь, как они на это пошли. Им надо было наоборот, нас расслабить. А они заставили нас, коллектив, сплотиться, чтобы все наше государство, чтобы все люди поняли, что наше счастье в наших руках, что мы должны работать сильнее, упорнее, и только тогда мы достигнем своего развития и сами будем жить так, как мы хотим. И не будем никому завидовать, это нам будут завидовать. Поэтому спасибо им за санкции, так можно сказать. В это нелегкое время единственное, что мы можем сделать, это объединиться, ведь вместе мы придем к миру. Спасибо большое, Эдуард Владимирович, за ответы и за приятную беседу. Спасибо вам. До свидания. До свидания.